Ну что, сябры, мы ось там были, спустились по тропочке, ось она такая тропка. И мы зараз знаходимся, вот глядите, вот она по тропочке, ось там, поміж деревами. Мы спустились до самой практично воды. Вот она, самая великая излучина этого изгиб, Вінгіс. Там парк Вінгіс на тим берегу, а на тим берегу знаходится парк Вінгіс. А мы уже на этом березе. И глядите, тут можно я еще. Тут рыбаки, тут протоптаны такие, они тут, ну их сегодня нема зараз. А головне, что там, плывешь что-то, вон, гляди? Ну да. По воде. Бутылочка пустая. Бутылька? Я уже думала, может это перископ подводной лодки, субмарины назирать. И глядите, глядите, желтый мост бачный, по якому тільки що шли. Ось, тут навіть бутелька. Вот глядите, бутелька показывает, какое тут течение. А ты кажешь, нормальное. И оно еле-еле, повольно. Вот как раз на изгибе тут. Посередине погляди, как кутка плывет. Самое Ну, такое пока же тихое. конечно. А вот там Закон физики. вежа, солнце закатное, изгиб Вінгіс. Солнце сковалось А рака, мост, и мы тут будем иметь пикничок. Ура! Штукалисты, радзивиллы, тут доброе место прикупить. Ура! Я показываю и себе так само. Счастье. Мы развітуємося з першим місяцем осені 24, з вереснем. Ну, лишите, що сьогодні опошній день. Завтра 30, але завтра понеділок. Но глядите, где я стою. Ай, ай, ай. Супер. Показываю, что Олежка там робить. Рихтує місце. Ну, ось така излучина. Розвітуємося з вереснем у излучині. І, до речі, Солнце теплое. Да, соненько, вот только я хотела сказать, с губ сорвал. Пригревая, вот стою, мне ось прям тепло на твар. Было прохолодно, а здесь тихо. Ось там какая-то компания, голосы чувать, так само хтось там литовцы празднуют и отпочивают. И мы так само. Во! Звучит литовская мова, но с таким С русскими. знакомыми интонациями. И с русскими. У кошка цензурными словами. А, я еще заплечник не сняла. Треба здимати. У нас есть и белое вино раннее осеннее, і кофійок у термосі, і які ще присмаки. Я, до речі, вже проголодалася. Ми стільки пройшли новими шляхами, нові вам показали різні речі. Ай, як чудовно. Ще у парк Вінгіс приходьте відпочивати. А коли хто приїде у Вільнюс, ведайте, що є такий парк. Як чудово. Сябры, мы усталявали нашу невеликую инсталляцию. Усталявали для пикничков. Дякую. Ну, ось, до речі, мойки. А ми можемо і на подносик ставить. Тут можно вот сюда. На подносик можно. Альбо вот на эту талерочку, она же, вон, гляди, пустая. Итак,
Еще раз нагадую, мы знаходимся на фоне, а бачно или нет? Желтый мост. Не, не бачно. Ну, Не вот так. бачный мост? Не-не-не. Ну, ось я вам показывала, ось мост. І він просто за деревами протягується. Так він там. Це він тільки Ну, почався. тут 200 метров и мост. Да. Ось. Це 200 буде, да? Ось. Заворачивается рака. Нярис. Такой изгиб. Ну, а Ну, тут там такий резкий изгиб. вам не бачно, вам бачно нас, але ми бачимо телевежу. І ще бачно сонечко. Яно неузабаві вже зойде за Максима, деревами. вот якраз это место и называлось Вингис. Потому что вот эту турецкую Тут петлю... якраз самий, да, Вінгіс. Ну, а там яна потім криху прямо, а потім знов. І от так і трималось чудовно, що ось такий, виходить, з трьох боків Вінгіс такий. І ось парк. Парк, а унизу таким вот еще в углом. Ну, мы же показали вам зараз на карте. Ну, это чудовное место мы нашли. Ну, историчное место, историчное. И историчное такое, и такое, как бы, символичное, такое вильнюсовское. Одно из. Тут шмат таких мест, до речі. Ну да, это Скажи, другое, что да. не возьми, то место Другое какое-то же пляцовка. историчное, какое-то символичное. Ну и такий ось город. Ну давай. Оп. Ось так, да, глядите. Вот Вингис. Да, Вингис. Какие-то облочки там такие пригожие, больше темные. И, Тели Таурус. и бачно телевежа, и соненько заходит. Ось таким чудовным месцем мы сидим. И ось знов давай с тобой такой тостик зробим. Давай. Ну, дзынь. За вересень. Папуся, давай я хочу с тобой за вересень. И ведаешь, скажу чему. Хочешь скажу? Сегодня 29-е. Да. А літерально позавчора, 27 вересня, адбылася прэзентацыя твоей книги номер 3. Книжки. Книжечки такой невялікай книжечки, але вельмі цудоўнай, якая называецца «Пригоды дяді Віті на Валадарцы». І ўжо гэтая кніга, ўжо, нават назва, ўжо ўвайшла в гісторыю. Ой. Таму што пакуль ты напісаў «Пригоды дяді Віті на Валадарцы», як у СІЗА номер 1, то ўжо на гэты момант СІЗА номер 1 на Валадарцы у горадзе Мінску ўжо няма. Переселилась она. Перасялілася. Не, СІЗА-то ёсць, але ў іншым месцы, ў іншым будынку, дзесьці пад Менскам, так? Колядичек там. Але не на Валадарцы. Таму што там Пішчалаўскі этот замак, ён зараз пустуе, ці што там? Да. Ось. Але ты правёў там 3 месяцы. А іншыя людзі правялі там нашмат больш часу. І вось пасля 3 месяцаў там знаходжання у СІЗА номер 1, пасля твайго арышту 23 снежня 21 году, это было уже сумные часы, наступили в нашей семьи.
і переживала за тебе не тільки я, але всі свояки, наші сини, твои всякие розные свояки. Ну и, конечно, наши старейшие внуки. Потому что они больше старейшие, больше разумели, что дядуля арештованный. И, конечно, тебе захотелось неяк их стешить, так? Ну, поколькі не дети, каб яны не так сумавали по тебе, что ты там покутаешь, альбо штосьці. Ты пачаў писать им листы. Ну, далее ты расповеди. Что ты там? Ну, я коротко. Да. Я придумал такой ход, Да. что Ну, давай такие засмешишь. вязень, дядя Витя, який потрапил в тюрьму. Его забрали, он не поспел доехать в тюрьму, его забрали в тюрьму. И вот он пишет своим внукам, что вы мне пишите благодарку дядю Витю. Вот, поведомляйте про свои справы, а я буду вам поведомлять про свои справы. Потом написывает, что с ним ударился. Так. И вот Ну, 28 вершев про это все. Ну, как бы, чтобы дети не то, что это дядуля, да, а это как Они там будто короткими вымышленные такие. короткими вершами, дитячей мовой, ну, с каким-то таким уроком, резюме, двухстрочным, звичайно, двухрядковым. Это віншую. Вот, да. Ну, некоторые верши больше, там, вот, паучок, там, іншие такие, больше такие программные. Але в основном маленькие, да. Дальше я вот еще тогда позавчера не сказал, а ведь там гэтая книга, ну, по-перше, она же атрымалася дзякуючы тому, что удалось все ж таки как бы передать эти верши и малюнки на волю. Ну, вот. Ты их как раз атрымала. Бо могло быть могло не дойти, да, могло не дойти, потому что, ну, все, было бы, конечно. Коли б они потрапили со мной в колонию, то их бы забрали. Але вот еще в этой книге там есть верш, как раз называется «Книга». Вот. И он про то, что треба верить в свою мару, эта мара может сбыться. Там кожный, кто там сидит, то головная мара для его выйти на волю. Так? Вот. Это первое, головное. И оно со мной сопряду сбылось. Другая мара у меня была как раз вот эти вершики как-то передать, как бы была книга. Ну, сдавалось, все было супротив этого. И пошли верши на волю, один другие, але потом спинилися про цензуру, там не было як передать. Потом нарешті передал. Могло згубиться. Передал, были свои справы, там писал другую книгу першую и працевал, уже было не до этого. Потом еще треба было переконать, как бы, да, я сам все сомневался, чи варто это, все ж таки такая складанная тема. Детям про турму, ну все ж таки тут есть какие-то речи. Але ось придумали, да, еще текстовые тлумачения до этого всего. Вот. И в вынику все ж таки, вот насуперек всему, праз 2 года вышла книжка. Вот это вот как раз и мара. Там вот этот верш, он так был пример, я здесь его не докладно, может, не воспроизведу, что в турме, значит, тут не жара, тут не одлига, греться, допомагає книга. Можно, значит, можно почитать, согреться почитать. Дядя и наши мары могут сбыться, каже детям, значит, дядя Витя. Ну, прикладно так. А там что? Там книга «Алхимик» я там прочитал. Книга Коэльо. Про то, что человек, значит, у него была мара найти клад под пирамидами. И все насуперек всему, и он все-таки дошел до этих пирамид и знайшов этот клад. Вот эта мара может сбыться. То есть самая невероятная речь с человеком, когда он упартый, когда он намагается это зробить, домагчися этой мары, и он ее домогушится. И вот так вот я на себе переконался, что это максима. Это, конечно, судовно. Вот такой суд отбылся. Ну, мы зараз знімаємо такі книжки, показати. Ну, я хочу, малайчина, я віншую тебе, что и мара отбылася. Но, але зараз хочу сказать, что... Ну, коли я передавал эту книгу на волю, ну, все ж таки, 95% я думал, что ты не дойдете, это потом будет не цікаво, никто это не спокусится, не выйдет эта книга. Ну, ось, вышла. Ну, это уже дякуючи намаганням і твоїм, і інших людей, ну, і Богу
дядуля. А я от хочу згадати, ну от коли ти почав писати, ти ж почав писати онукам, так? І ти кажеш, що старейша онучка так добре протягує дядуля, нам сподобалося. І там є, де Ариш, да? Там є такий малюночок, де написано Євуся, Софія і Кастусик читають Про дядю Вітю. про дядю Вітю, читають листи від дядулі і так далі. Ну і я зараз хочу передати їм привітання. Дякую вам, що дякуючи вам відбулася гэта книжка. Тому що дядуля протягував, і відбулася така серія этого всього, і ось так здарилося. Молодці. И мама детей, Ира, она написала как раз верш, ну, в смысле, в листе, что да, им вельми подобается, протягивайте. Да. И я хочу сказать, что майці Мары, так само, як дядуля, як дядя Вітя, і вони обов'язково збудуться. Не просто марить, а нужно домагаться, как Мара Да. сбылась. Ну, каб Мары адбыліся, трэба штосьці рабіць. Это не толькі нашы ўнукі, але і ўсе дзеці. А ў нас тым часам падраслі яшчэ двое ўнукаў. Алечка і Толік. Толік яшчэ не так разумее, а Алечка ўжо таксама. Прывітанне, ну Толік падрасце, будзе глядзець. Вам таксама, калі дзядуля быў за кратамі, у вас яшчэ, ну, Алечка была вельмі маленькая. Не, Алечка а я Толіка яшчэ не дослала было. малюнок же, просто Да, с да, малюсеньким. Алечка была, ну, маленькая, але ўжо была. І Алечка так само яны малайцы дасылалі табе таксама. І малюнкі, а про то, і что Толик вершики. будет, про то, что Толик будет, я доверился, когда меня выпустили из ШИЗа. Я открыл лист, а яны уже все тюремщики, они уже читали, бо они мне сами сказали, почитайте. Я открываю, а там написано, Саша, что у нас будет еще человечек. Во, они такие, ну я про тюремщиков такие довольные были, все-таки оказали мне такую радость мне. Такой сюрприз Да. тебе такой. Реально, ну так они так с чуть таким человечем. Ну не ўсё яшчэ Да, я згубленае таким, там. мне было чалавече. вдвойне, да, потому что такая новина классная, а по-другому, что, ага, они все ж таки, опа, разумеется. А то и что они уже перед тобой уже все прочитали, это нормально. Ось. І яшчэ я хочу ось, как бы сказаць, за гэты час, позаўчора это адбылася прэзентацыя, а позапозаўчора читаю, что пачалі у тых месцах, дзе ты пабываў, зжигаць кнігі. Уяўляеце сабе, у 21 стагоддзі у нашай краіне зжигаюць кнігі, просто трэба іх спальваюць, і трэба іх неяк знішчыць. А як? А вось так, сярэднявечча вярнулася. І кнігі на беларускай мове, і кнігі такія, як Орвел, 1984 і Скотны двор. Они спочатку Можа, яшчэ які. они спочатку признали шмат книг экстремистскими. Вот им легко І спіс, гэта чомусь жах. возникли, ну ладно, белорусские там, да, яких они залечили ворогом. Але они признали экстремистскими и книги Орвелла, ось Скотный двор, ферма по-белоруску, 1984 год. Вот эти книги, І Дуніна все такие явно Марцинкевича. антидиктаторские, они признали экстремистскими. Плюс белорусские шмат книги, на классик белорусской литературы Дунин Марцинкевич вошел в этот список. Так, і яшчэ И на этой подставе они почали знищать все книги, які оказались у библиотеках. То бок, калі Это ты... отбывается не Да. только в тюремных библиотеках, это отбывается и по всей Украине. Так, Просто про это не ведают. Их знищают, а як знищают? Каким-то своими способами просто там где-то знищают. А в колонии это отрывалось так, что люди все бачили это. Ты, калі нават был, ты чытаў, ты змог прачытаць шмат кнігаў на беларускай мове. А зараз? Хопіць. А А зараз? уже стало, что таки я купалась, Янка купала. Это, конечно, добрая книга. Але да, яны но... ўжо ў чарзе. Да. Я Можна думаю, і так. што пройдзе час некаторы, они поступаюць і могуць і гэта знішчыць. О, солнце зашло. Вот на ваших вачах, я так само хотела сказать, вот у меня прямо отчуваю, як на твары зникае соненька. О, Саша якраз.
Алло, Саша, привет. привітання. Саша, привет. Нормально. Мы тут сидим вот на Нярисе, да. У нас пикник на Нярисе. Мы в прямом да, эфире. В прямом эфире, да, Навпростовой. развитываемся с солнцем, с вереснем. Вот мы И витаем тебе. Да, тут насупроть наша как раз это самое вежа, телевежа, зараз я пришли фотку. Только что А у вас згадывали як? твоих деток. Да, згадывали только что вас. Да? Ага. Ничего себе, у нас еще сегодня теплый день, да? Да, у вас так. У нас прохолодный. Ну, уже, был. конечно, прохолодный такой больше 13. месяц. Но еще так, покой. 15. У нас, да, 15. Зараз ветра 15, нема, 17 сонейка какой-то, заходная. Да. Ну, поступово у нас так будет, да. Ну и что, господи, так уже ж послезавтра уже костричник, пора уже. Як там дети поживают? Мы згадывали. У нас же была, у пятницу была презентация этой книжки моей дядя Витя. Я поступово роблю Да. відео, но зойме час. Ще раз віншую тебе з презентації книги. І поки ми розмовляли, Соненька зашло, і я... Ты схопилась за яблоко Яблочко, яке ми знайшли в этом в скверике. скверике, коли сюди йшли. І ось Соненька зашло, ми вам зараз покажемо. А яблочко вельми смачне. Ось, глядите, Сонейка уже нема. Бачимо тільки, як воно зайшло там за дерева, але воно ще не сіло так. Але телевежа бачна зараз у закатному небі вельми добре. А коли наблизить, там можна бачити рибака, який навіть На телевежі? ось войшов. Ти наблизить можеш? Да. У воду, так у воду войшов, так? Угу. В сапогах надо сказать. Ну, конечно, уже не голыми ногами, я так меркую. И ловить рыбу на закате. І так чудовно, так все стихло тут. Навіть компанія, яка була побуч, там кричали, сміялися, мужські голоси стихли. Все, скончили свой пикничок. А мы Сошли, они сошли. Ой, ты какое смачное яблоко. Вельми сочное. Восеньское такое. Яблоком своим имперским. Есть чудовный верш Марины Цветаевой и песню написала одна женщина. Август Астры. У меня есть на канале, на моем первом канале Марьяна Гру 1. Август Астры. Там яблоки имперские называются, потому что осенью они самые пригожие, смачные. Ну что, да, пока мы размовляли еще по телефону, уже стало вечереть, Сонька еще больше зашло. И давайте уже будем развитываться. Так что вересень прошел с некоторыми подеями добрыми, и мы отразили в своих видео. И скончился навод презентации твоей книги. И сегодняшнего с такой прогулкой снова у парк Вінгіс и в излученні тут пикничком. Ось зараз нам потелефонували з родимою, кажуть, що там уже холодає, хутко і у нас похолодає. Так що новий сезон починається. Ну, я ось сьогодні слухала блогерів, і вони кажуть, нас чекає, ну, з пункту гледження політики, вельми цікавий костричник. Ну, мы будем чекать, конечно, вестей, известок с нашей паўднёвай краіны соседки, так? И далей розныя падзеі будем сачыць. А зараз вялікі дзякуй вам за тое, што сёння з намі зноў прагуляліся. І спадзяемся, што вам спадабалася. Таксама развітайцеся з вераснем,
подведзіце вынікі, а што для вас, чым для вас быў гэты верасень, у каго дзеці есть, дзеці пайшлі ў школу ці ў садочку, што там новага, што там адбываецца з вашымі дзецьмі, асабліва ў нашай краіне. І у вас што адбылося. Не забудьце павіншаваць, каго трэба было павіншаваць. І да наступных сустрэч ужо ў кастрычніку. Інкі пасімаціма. Да, Да гэта пабачэння. відэо выйдзе ўжо ў кастрычніку, я пакуль зраблю. Так што ўжо ідзе кастрычнік, з чым я вас і віншую. І як там па-літоўскі пакуль? Ікі. Ікі. А яшчэ ты сказаў пасіма. Ікі пасімаціма, это да пабачэння. Ікі пасімаціма. Пасімаціма. З вами была Мар'янна і Олег. Пакуль. Паглядзі на Венеру заранку, што стаілася ў нашым вакне, і спяём для душы калыханку, хай да ранку душа адпачне. Засынай у венерыным ценю і спакойную сні далячынь, толькі цела, стамлёнае цела, ты, душа, без пары не пакінь. Засынай у венерыным ценю і спакойную сні далячынь, толькі цела, стамлёнае цела, ты, душа, без пары не пакінь. За вакном не гамоняць таполі, не крычаць за вакном журавлі, для душы калыханку ніколі не спявалі яшчэ на зямлі. Засынай у венерыным ценю і спакойную сні далячынь, толькі цела, стамлёнае цела, ты, душа, без пары не пакінь. Засынай у венерыным ценю і спакойную сні далячынь, толькі цела, стамлёнае цела, ты, душа, без пары не пакінь. Не знікай, Венера, заранка, у высокай нябеснай глушы, хай гучыць для душы калыханка, для самотнай заўсёды душы. Засынай у венерыным ценю і спакойную сні далячынь, толькі цела, стамлёнае цела, ты, душа, без пары не пакінь. Засынай у венерыным ценю і спакойную сні далячынь, толькі цела, стамлёнае цела, ты, душа, без пары не пакінь. Ты, душа, без пары не пакінь. Засынай у венерыным ценю, засынай у венерыным ценю, засынай, баю-бай, засынай, баю-бай,
засинай, засинай.